Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейк Шара. Сегодня в программе. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба и исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Джансух Нанба обсудили ситуацию с решением арбитражного суда о передаче в собственность владельцу Сухумгэс линии электропередачи. За январь в бюджет республики поступило налоговых платежей на 71 миллион рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Госкомитет по делам молодежи и спорта и Российская президентская платформа «Россия. Страна возможностей» заключили соглашение о сотрудничестве. Состоялась встреча исполняющего обязанности президента Валерия Бганба и исполняющего обязанности министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба, на которой обсудили ситуацию, связанную с решением арбитражного суда о передаче в собственность владельцу Сухумгэс линии электропередач протяженностью 19 километров, мощностью 110 киловольт от Сухумской ГЭС до подстанции Сухум-1. Подробности в репортаже Алики Трапш. Исполняющий обязанности президента Валерий Бганба поручил исполняющему обязанности министра энергетики и транспорта Джансуху Нанба провести полную инвентаризацию Черноморэнерго. Организация является стратегически важной отраслью, и в ней необходимо установить порядок, отметил Валерий Бганба. Он поинтересовался тем, как исполняется его поручение от 11 февраля, направленное на исполнение норм законодательства, запрещающих передачу в частную собственность объектов электроэнергетики, отнесенных исключительно к государственной собственности, в том числе обеспечить получение от подведомственного Черноморэнерго материалов по арбитражному делу с целью изучения и последующего направления в Генеральную прокуратуру. Джансух Нанба проинформировал Валерия Бганба, что министерство не было уведомлено о том, что решением арбитражного суда ЛЭП 110 киловольт от Сухум-ГЭС до подстанции Сухум-1 было передано в частные руки. Ни представители и руководители РУПа Черноморэнерго не проинформировали, ни администрация Сухумского района не уведомила нас о проходившем судебном разбирательстве. По факту, нами был запрошен официальный документ, это решение арбитражного суда. По факту получения этого решения мы запросили все документы, имеющие отношение к этому судебному разбирательству, и в ближайшее время ожидаем ответы на все запросы. Позиция Министерства энергетики и транспорта однозначна. Линия электропередач 110 киловольт является частью, безусловно, передающих сетей и, согласно закону об электроэнергетике, должна являться государственной собственностью. Закон не позволяет каких-либо альтернатив в части собственников подобного объекта электроэнергетики. Мы, наверное, знаем, что это Сухум-ГЭС, она еще и в советское время была в единой системе энергоснабжения Абхазии и, конечно же, являлась государственной собственностью. Понятно, что, наверное, были повреждения, наверное, какой-то ремонт был произведен, но это не означает, что оно должно было перейти в частную собственность. Тем не менее, выступая на суде, насколько я знаю, главный инженер, насколько правильно информирован, сказал, что это отношение не имеет никакого эта линия к передающим линиям. Насколько это он прав? Джансух Нанба рассказал, что Министерство энергетики и транспорта направило запрос на предоставление письменного объяснения о позиции Черноморэнерго в данном судебном разбирательстве. После получения документов будут приниматься меры дисциплинарного взыскания в отношении руководителя предприятия. Валерий Бганба поинтересовался о правовом статусе Сухум-ГЭСа. Джансух Нанба проинформировал, что подстанция является государственной собственностью, находится в хозяйственном ведении Черноморэнерго и была передана в аренду в 2012 году сроком на 25 лет. Валерий Бганба поинтересовался и о судьбе высоковольтной линии Кавкасионе, которая проходит через территорию Абхазии. Вы помните нашу эту историю с Кавкасионе? Да. В конце концов, слава богу, выяснили, что он находится в нашем балансе, как будто все нормально. Но оказалось, что там не все нормально. Там, оказывается, грузинская сторона каким-то образом, опять же, я не знаю, кто был в курсе, кто не был в курсе, к сожалению, они сделали отвод. И сегодня мы не имеем отвод в подстанцию вновь построенную на территории Грузии. Сегодня практически не имеем возможности даже смотреть, какой переток по этой линии идет. Как это могли сделать? Кто дал на это согласие? Как они переходили границу? Это большие монтажные работы, потому что это столбы высоковольтной линии. Там 500-ка идет, насколько я знаю. Это не просто так взяли два ольховых столба и протянули провод. Какие эти работы шли? Когда они шли?
как получилось, что как будто на нашем балансе, без ведома нашего, она уходит практически от контроля с нашей стороны. Мы пытаемся более детально разбираться в этом, но, к сожалению, источников информации, официальных источников информации у нас нет. Будем делать все возможное, чтобы попытаться понять, когда это было сделано, кем принималось такое решение и с чем это было связано. Валерий Бганба поручил детально разобраться с историей данного вопроса. Линия Кавкасиони является важным объектом, и потерять ее Абхазия не может, отметил Бганба. Сперва вы посмотрите, все-таки пошлите своих ребят, пусть посмотрят визуально, насколько это, где оно перешло, где ответвление пошло, или прямо минуя нашу подстанцию, как оно могло туда идти. Если есть какие-то технические возможности, то мы можем контролировать, эти технические возможности надо выяснять. Второй вопрос, кто в этом виноват? Давайте будем выяснять. Мы не можем терять линию Кавкасиони, она, в принципе, это огромный резерв, который можно использовать при перетоке электроэнергии. Это прямой практически переток электроэнергии с Северного Кавказа в Абхазию. Мы, если этого лишимся, любая авария со стороны, допустим, Сочи, оно приведет к тому, что мы будем обесточены. Что касается самого технического произведения работ, кто дал согласие или кто просто закрыл глаза, давайте пусть комиссия это выяснит, а при необходимости, я думаю, что мы подключим правоохранительные органы, они, наверное, быстро разберутся, причем попустительству это было произведено. Также Валерий Бганба отметил, что в случае необходимости будет создана специальная комиссия по изучению ситуации с линией Кавкасиони. Алька Трапшина, Алгвинджи, Абхазское телевидение. В Москве в помещении библиотеки номер 164 по улице Шаболовка, 36 состоялась презентация избирательного участка по выборам президента Республики Абхазия. Полностью готовы к проведению голосования избирательный участок представили посол Абхазии в России Алхаз Квициня и председатель экстерриториальной участковой избирательной комиссии Беслан Кубахи. Посол Алхаз Квициня особо отметил содействие ЦИК России в организационно-техническом оснащении помещения, выделенного под избирательный участок. Выборы президента Абхазии пройдут 15 февраля 2025 года. В России открыты 2 избирательных участка – в Москве и Черкесске. Проект закона о республиканском бюджете на 2025 год рассмотрели на расширенном заседании Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. В заседании принял участие спикер парламента Лаша Ашува, а также исполняющий обязанности министра финансов и министра по налогам и сборам Владимир Делба и Михаил Габелия, исполняющий обязанности председателя ГТК Отар Хессе и зампредседателя контрольной палаты Зураб Отрба. Участники заседания подробно обсудили параметры республиканского бюджета, принятого в первом чтении 30 декабря 2024 года. Также был рассмотрен ряд других законопроектов. В международном аэропорту Сухум имени Владислава Арзенба успешно завершилось тестирование светосигнальной системы, которая обеспечит безопасный заход на посадку воздушных судов в темное время суток и в сложных погодных условиях. 7 февраля аэропорт принял первый тестовый рейс из Москвы, что стало важным шагом на пути к открытию воздушной гавани. Регионы России начали активно заявлять о готовности наладить прямое авиасообщение с Республикой Абхазия. Об этом сообщает Министерство энергетики и транспорта Абхазии. В настоящее время министерство работает над вопросом организации прямых авиарейсов с Ямало-Ненецким автономным округом, Республикой Коми и Ханты-Мансийским автономным округом. Другие регионы Российской Федерации также проявляют интерес к прямым авиаперевозкам. В частности, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в ходе своего рабочего визита в Сухум подтвердил готовность региона к сотрудничеству в этом направлении. Выполнение плана Министерства по налогам и сборам Абхазии в прошлом году составило 112%, а за январь в бюджет республики поступило налоговых платежей на 71 миллион рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. О деятельности ведомства и планах по улучшению работы МНС в материале Гугуцы Вардания. Налоговые поступления в бюджет республики за 2024 год составили 6 миллиардов 421 миллион рублей при плане 5 миллиардов 722 миллиона. Выполнение составило 112%. По словам руководителя Министерства по налогам и сборам Михаила Габелия, таких результатов удалось достичь благодаря деятельности созданного при МНС в январе 2023 года Управления по работе с задолженностью. Основная функция отдела – взыскание неоплачиваемых налоговых
налоговых обязательств. Кроме того, обновлены декларации по сдаче налоговых отчетов. Что касается налоговой отчетности, сегодня она сдается в онлайн-режиме. Могу сказать и похвастаться тем, что на сегодняшний день практически 90% организаций сдают онлайном, не ходят в налоговую инспекцию. Ну, как обычно это делалось. Сегодня они могут с любой точки мира через интернет сдать отчетность. Это все вот эти действия простимулировало к тому, что сегодня мы имеем. По словам Михаила Габеля, в сравнении с 2023 годом, в 2024 уменьшилось количество контрольных мероприятий. При этом сумма налоговых поступлений увеличилась. Также большое внимание уделяется в МНС льготам при налогообложении. 6 тысяч налогоплательщиков у нас сегодня находятся на льготном режиме налогообложения. Это спецналоги, патент. И еще что хотелось бы сказать касаемо льгот. У нас на сегодняшний день сельское хозяйство полностью освобождено от налогов, кроме земельного налога. Ну, естественно, они еще и являются агентами, оплачивают подоходный налог за своих работников, но от всех остальных налогов освобождены. При всех льготах, и что еще хотелось бы отметить, что касаемо НДС, у нас практически вся продовольственная продукция освобождена от НДС. Но при всех данных налогах мы достигли тех результатов, которые мы сегодня имеем. И это все благодаря труду работников налоговой службы, которые сегодня и кропотливо каждый день над каждой декларацией работают. Габелия рассказал и о динамике плановых показателей по разным видам налогов. Если говорить о налоге на прибыль по республике, при плане 1 миллиард 449 миллионов рублей, по факту поступило 1 миллиард 459 миллионов рублей. По подоходному налогу при плане 1 миллиард 759 миллионов рублей, по факту поступило 1 миллиард 882,3 миллиона рублей. По НДСу при плане 1 миллиард 928 миллионов рублей, по факту поступило 2 миллиарда 302,9 миллионов рублей. По акцизному налогу при плане 97,4 миллиона рублей, по факту поступило 117 миллионов рублей. По земельному налогу при плане 162,6 миллионов рублей, по факту поступило 218 миллионов рублей. По налогу на имущество при плане 93,5 миллионов рублей, по факту поступило 126,1 миллион рублей. И по специальному налогу при плане 157,8 миллионов рублей поступило 189,6 миллионов рублей. Министерством по налогам и сборам осуществляются проекты для улучшения работы ведомства. Уже разработан налоговый кодекс, который в ближайшее время надеются принять в МНС. Мы его разработали. Данный проект прошел согласование в кабинете министров. На сегодняшний день он находится в администрации президента. Ожидаем в скором будущем, что он попадет в парламент. Также был принят закон об упрощенной системе налогообложения. На сегодняшний день уже он вступил с 1 января 2025 года. На сегодняшний день уже более 400 человек предпринимателей обратилось с заявками, чтобы перейти на данную упрощенную систему налогообложения. И ведется работа нашими инспекциями, проверяем их документы и уже будем переводить их на данный режим налогообложения. Это, чтобы вы понимали, данный законопроект, он не принудительный, он добровольный. Сам человек изъявляет желание и переходит на данную систему налогообложения. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия в инспекции по городу Сухуми и районам за январь текущего года поступления налоговых платежей в бюджет составили 329 миллионов 551 тысячу рублей. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 71 миллион больше. Гугут Сабардания, Налачхинжерия и Налгвинджия, Ахрамичба, Абхазское телевидение.
В Абхазии впервые проводится диспансеризация школьников, организованная Национальным медицинским исследовательским центром здоровья детей Минздрава России. Исполняющие обязанности министров здравоохранения и просвещения Эдуард Будба и Инал Габля посетили Сухумскую школу номер 10, чтобы лично ознакомиться с ходом диспансеризации. По словам Эдуарда Будба, в течение дня провели осмотр около 80 школьников. Врачи оценивают общее состояние здоровья учеников. Тем детям, у кого будут выявлены проблемы, назначат дополнительное обследование. Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого выступил в Абхазском драмтеатре. Прославленный российский коллектив под руководством народной артистки России профессора Александра Пермякова представил концертную программу «Живи в веках, моя Россия». Также состоялась встреча исполняющего обязанности министра культуры Абхазии Динары Смыр с министром культуры России Ольгой Любимовой, приехавшей в республику с академическим хором. Репортаж о гастролях хора имени Пятницкого смотрите в ближайших выпусках новостей. Города-побратимы Сухум и Нижний Новгород подписали дорожную карту. По сотрудничеству с этой целью в Абхазию с рабочим визитом прибыл мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Все подробности в материале пресс-службы столичной администрации. В Сухум с рабочим визитом прибыл глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев для подписания дорожной карты, включающей около 60 совместных мероприятий городов-побратимов. Делегация Нижнего Новгорода побывала во второй Сухумской русской школе. Директор учреждения Ирина Паверскер рассказала гостям, что школа с гордостью носит имя выдающегося русского поэта Александра Пушкина. Директор школы подарила Юрию Шалабаеву книгу «Старый Сухум» Анзора Агумава. Кстати, есть история нашей школы с фотографиями старыми, старые уголки Сухума. Члены нижегородской делегации и руководители Сухумской администрации поприсутствовали на уроке, где был презентован образовательно-просветительский проект «Виртуальный гид по Нижнему Новгороду». Подобный VR-гид о Сухуме будет презентован и в российском городе-побратиме. Во все школы города Сухума будет поставлено оборудование виртуальной реальности, виртуальные шлемы и контент к этому оборудованию, чтобы вы могли не только учиться с помощью этого оборудования, но и узнавать о культуре, о великих соотечественниках, об истории, о географии России, Нижнего Новгорода и Сухума. Соответствующий контент будет поставлен в школу Нижнего Новгорода, чтобы нижегородские школьники тоже изучали культурологические, исторические особенности города Сухума. Я уверен, что будет интересно, можно будет не только узнать что-то, но и буквально посетить, не уезжая из Сухума, посетить Нижний Новгород, пройтись с экскурсией по Нижнему Новгороду, например. Причем экскурсии будут вести, мы с ребятами тоже, с разработчиками проговорили, цифровые двойники. Например, Максима Горького, это наш известный нижегородский писатель, в честь которого одно время назывался наш город Горький. И со стороны Сухума экскурсию будет вести Дмитрий Гульян, например, цифровой двойник. То есть одеваешь шлем, а они водят тебя по городам, показывают, что где раньше находилось, как это выглядит сейчас, возможно, как это будет. В общем, я думаю, будет интересно. Вам огромное спасибо еще раз за такое активное участие в наших побратимских отношениях. Мы сегодня еще обсуждаем карту на 2025 год. Как вы сказали, у нас будет очень много мероприятий совместных. Одно из того сейчас тестируется пиар-проект. Я думаю, что нашим детишкам нравится. Представляете, такой прорыв будет и в наших школах в том числе. Провели также викторину. Разделившись на 3 команды, ученики отвечали на вопросы об истории Нижнего Новгорода. Среди учащихся школы были и те, кто принимал участие в военно-патриотическом лагере в Нижнем Новгороде, поэтому были подкованы и оперативно отвечали на вопросы. Члены нижегородской делегации во главе с мэром Юрием Шалабаевым возложили цветы в парке Славы. Почтили память защитников Родины, погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Глава города Нижний Новгород побывал в детском саду «Аляс» с тем, чтобы на месте определить, чем российские коллеги могут помочь дошкольному образовательному учреждению города-побратима. Глава города Нижнего Новгорода дал поручение своим помощникам подготовить проект и смету по благоустройству дворовой территории детского сада. Мы тогда предложим эту историю, и в этом году здесь реализуем. А Беслан Федорович, тогда просим от вас историю, то, что внутри, посчитать, рассмотреть, ТЗ, как говорят.
какая потребность в чем. Все. Еще один масштабный проект будет реализован нижегородцами в Сухуме. Центральный парк в новом районе будет полностью реконструирован на средства администрации Нижнего Новгорода. Кроме того, будет обновлен памятник и установлена стела погибшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии. Директор Гурстройпроекта Астамур Пипи передал схему и рассказал о параметрах парка, размеры которого обширны. Глава Нижнего Новгорода на месте дал поручение помощникам подготовить перечень необходимых работ для скорейшей реализации проекта. В целом по парку это озеленение малой архитектурной формы, покрытие, детская площадка обязательно. Детская спортивная, но спортивная с учетом детского возраста. Огромное вам спасибо. И коллеги у вас замечательные. И ваш вклад всегда, это просто словами не передать жителям нового района. А вам огромное спасибо. Мы постараемся этим в сезон в этот уже сделать. Потому что объект линейный, слава богу, без перепад высот. Да, когда сложности бывают, создают, где-то укреплять нужно, где-то подпорные стенки, он линейный, понятный во всяком случае. Спасибо вам огромное, имеем большое. Члены нижегородской делегации не преминули побывать на красивой Сухумской набережной. Здесь они встретили и бывшего главу Сухума Алиаса Лабахуа, в бытность которого и было подписано соглашение о сотрудничестве двух городов. С Нижним Новгородом. 2011. Совершенно верно. Да, все правильно. Гости посидели и в знаменитом кафе на Врехаловке. Кофе по-восточному с видом на море в феврале пьется по-особенному вкусно, заметили они. В конце мая в Сухуме планируется проведение Дней города Нижнего Новгорода. Одной из локаций многочисленных мероприятий будет Русский театр имени Искандера. Юрий Шалабаев побывал в театре и пообщался с гендиректором Ираклием Хинтбом, которого мэр Сухума назвал успешным управленцем. Когда пришел, чтобы Александр Федорович, чтобы вы подписали, я тут же написал письмо. Хотелось, чтобы это все получилось у нас. Слава о русском театре и обширной гастрольной деятельности известна далеко за пределами Абхазии. Мэр Юрий Шалабаев сказал, что непременно пригласит Рустрам в Нижний Новгород для показа спектаклей. Кульминацией визита главы Нижнего Новгорода в Сухум стало подписание дорожной карты на 2025 год, включающей около 60 совместных мероприятий городов-побратимов. Это и проведение культурно-просветительских фестивалей с участием музыкальных коллективов, театров, библиотек, музеев, образовательных и спортивных учреждений и многое другое. Глава города Сухум Бесланешба отметил, что находится в отпуске, но решил поприсутствовать на значимом событии для столицы. Мы готовы дальше работать. Я в настоящее время нахожусь в отпуске, но учитывая наши теплые отношения, дружеские, поэтому решил сам поприсутствовать тоже на этом торжественном для нашей администрации дне, потому что любые планы, они должны быть реализованы. И поэтому мне хочется эту ситуацию тоже держать на контроле. Наша команда на месте, есть исполняющие обязанности руководитель, заместители здесь, вся команда наша присутствует, которая готова реализовывать совместно все проекты, которые мы с вами предварительно согласовали. Поэтому добро пожаловать и в добрый путь, как говорится, будем двигаться вперед. Наша команда всегда с радостью приезжает в Сухум и всегда с радостью будет это делать. И также ждем вас в гости. Вы это прекрасно знаете, поэтому не затягивайте. Приезжайте. Мы в сентябре, осенью прошлого года подписали соглашение о развитии побратимских отношений, да, наметили определенные основные треки, пути, по которым будем идти, и договорились действительно подписать дорожную карту. Вот сегодня эта дорожная карта готова благодаря такой детальной проработке наших команд. Здесь есть запрос у жителей Нижнего Новгорода, я знаю, насколько они любят отдыхать в Абхазии. Сейчас у вас на финальную стадию ваш подходит вопрос с открытием аэропорта, да? У нас тоже в этом заинтересованность есть, и мы ведем переговоры с рядом авиакомпаний, которые готовы осуществлять прямые рейсы из Нижнего Новгорода в город Сухум. Подписи под дорожной картой поставили исполняющие обязанности главы администрации Сухума Алхас Лагвилава и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Писали неминуемые улучшения. В
рамках визита для членов нижегородской делегации будут организованы экскурсии по достопримечательностям Абхазии. Амрамич Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Российская президентская платформа «Россия – страна возможностей» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание соглашения состоялось в рамках визита российской делегации в Абхазию по линии развития молодежного сотрудничества. Подробности в материале Адиса Сагария. Приветствуя делегацию из России, исполняющий обязанности председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Тарас Хагба отметил важность приезда элиты развития молодежной политики России в республику. Он также подчеркнул, что дальнейшее сотрудничество двух стран только приумножит крепкие узы двух спортивных и молодежных держав. Российская Федерация для нас открывает новые возможности. Более 500 наших студентов имели возможность посетить общеобразовательные кружки, форумы, такие как Таврида Арт, Евразия Глобал, Пик возможностей, управление мастерская Синеж и многие другие форумы. Для нас это действительно большое событие. Огромное спасибо за то, что вы делаете. Мы действительно даем возможность нашим лучшим студентам развиваться. Соглашение заключено при поддержке проектов и инициатив, создающих возможность для личностной и профессиональной самореализации для граждан Российской Федерации и Республики Абхазия в различных сферах деятельности, а также организации и проведения мероприятий, проектов, конкурсов и сопровождения их участников. Нам интересно рассказать о том, где могут принимать участие ребята из Абхазии, какие возможности предоставляются. И это и форумная кампания молодежи, это и грантовая поддержка, это участие в платформе «Россия – страна возможностей», это участие как лекторы и как слушатели большой линейки проектов, программ «Общество знания» и еще много-много организаций, событий, то, о чем вы говорили, и Таврида Арт, и действительно у нас сейчас создана девица Всемирного фестиваля молодежи. Для нас важно, потому что основной источник проведения является соседи, Сириус, Краснодарский край. И, конечно, для нас важно, чтобы абхазская молодежь тоже приезжала. Документ предполагает всестороннюю взаимную поддержку по нескольким направлениям в рамках организации и проведения в Абхазии проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и сопровождения их участников. Президентская платформа «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина в 2018 году. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмен опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Что касается президентской академии, то действительно у нас учатся студенты из Абхазии. Не так много, к сожалению, но тем не менее 21 студент у нас из Республики Абхазия. Я думаю, что мы наши связи студенческие будем всячески продвигать и расширять не только с нашей академией, но и с другими российскими вузами, и с вузами Абхазии. Ну, а что касается платформы «Россия – страна возможностей», то мы здесь тоже для того, чтобы поделиться нашим опытом. Интерес жителей Абхазии к проектам, нацеленным на профессиональную и личностную самореализацию, будет расти. Подписание соглашения позволит развить уже достигнутые результаты и будет способствовать привлечению в проекты новых участников, подчеркнул генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин. Это очень важный день, хотя он не является стартовым. Мы давно и плотно вместе сотрудничаем. И наша молодежь дружит друг с другом. Данное соглашение нам позволяет расширить наши возможности. Это создание социальных лифтов, различных проектов с точки зрения поиска и развития талантов в наших странах, обмена практиками и технологиями, которые позволяют развивать нашу талантливую молодежь. И самое главное, что данное соглашение позволяет нам лучше и качественнее слышать нашу молодежь, получать от них запросы, что бы они хотели видеть в этой жизни, куда стремятся и чем мы можем им помочь. Президентская платформа «Россия – страна возможностей», она так и называется «Возможности». И вот я уверен, что благодаря этому соглашению мы эти возможности будем создавать для наших стран вместе.
Подписи под документами поставили заместитель председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Беслан Карчава и генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Синеж» Андрей Битин. По традиции, завершая встречу, исполняющий обязанности председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Республики Абхазия Тарас Хагба вручил каждому гостю памятный подарок. Адиса Сагаря, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. Делегация из России по линии развития молодежного сотрудничества посетила Абхазский государственный университет, встретилась с ректором Олеку Гварамия и презентовала российские проекты, связанные с молодежной политикой. Молодые люди из Абхазии смогут участвовать в совместных проектах с Российской Федерацией. Абхазский государственный университет прошел долгий путь становления. Ежегодно АГУ дает возможность тысячам студентов определиться со своей специальностью. За все послевоенное время университет посещало много гостей – ученые, артисты, журналисты и различные деятели. Ведь обмен опытом и совместные проекты сближают и делают жизнь вуза ярче и насыщенней. Сегодня особый случай. Впервые такое количество руководителей образовательных и молодежных организаций мы принимаем. И я попрошу проректора по международным связям представить всех гостей, и вы увидите, какой уровень общения заготовили мы вам. Студенческое время всегда откладывается в памяти интересными и запоминающимися событиями. Федеральное агентство России по делам молодежи «Росмолодежь» – координатор в сфере молодежной политики. Его миссия – создать среду, которая поможет молодым найти и реализовать свои мечты и таланты в нашей стране. На встрече делегации в Национальном университете глава Росмолодежи Григорий Гуров пригласил молодых людей Абхазии к участию в грантовых конкурсах и к созданию совместных проектов. Для нас важно, что мы объединяемся и все реализуем по принципам соавторства, взаимодействия вместе и открытости. Идем дальше. Ключевые проекты. Здесь есть несколько блоков. Проекты, направленные на ребят младше 14 лет или младше 18 лет, детские проекты. Все, что связано сейчас с движением первых. Да, большой студенческий проект «Твой ход», который мы реализуем совместно с платформой «Россия – страна возможностей». Больше, чем путешествие, это возможность посмотреть большую страну. И мы на старте, когда запускали этот проект, понимали, что вот мы знаем свой регион, да, но иногда не знаем даже соседние регионы, поэтому большая такая программа, позволяющая, с одной стороны, путешествовать, с другой стороны, есть составляющая полезная, что ты не просто путешествуешь, ты вовлекаешься и что-то делаешь, приносишь пользу той территории, куда попадаешь, и образовательная. Есть образовательная составляющая. Государственный комитет Республики Абхазия по делам молодежи и спорту и президентская платформа «Россия – страна возможностей» заключили соглашение о сотрудничестве. Гендиректор организации Андрей Битин рассказал о проектах, в которые смогут быть вовлечены и абхазские студенты в рамках этого договора. Каждый участник нашего проекта фактически только на старте его, проходя дистанционный этап конкурса, получает про себе диагностику над компетенцией. Что это позволяет? Лучше в себе разобраться раз, а второй момент получает конкретные рекомендации, где есть сильные стороны, которые стоит обратить внимание, их использовать и дальше развивать. Есть где стороны, которые необходимо доразвить хотя бы для необходимого минимума. А в целом такую широту диапазона своих надкомпетенций, которые позволили бы вам в жизни быть гораздо успешнее. Это получают все участники наших проектов. Все эти проекты предоставляют развитие социальных лифтов, а также создают возможность для личностной и профессиональной самореализации для граждан России и Абхазии, нацелены на то, чтобы абхазская молодежь могла развиваться и выходить за рамки нашей страны. Ульяна Рожкова, Раму Камке, Абхазское телевидение. С 3 по 21 марта в Министерстве туризма будет проходить прием документов от экскурсоводов, переводчиков и инструкторов на прохождение аттестации. Аттестационная комиссия будет организована с 1 апреля по 9
мая. Для тех, кто только начинает экскурсионную деятельность, аттестация будет проводиться с 12 мая по 6 июня. Лицензии на разрешение трудовой деятельности будут выдаваться с 28 апреля. В преддверии курортного сезона Министерство туризма начинает свою программу по аттестации экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов горно-пешеходного туризма. Прием документов для каждой категории будет проведен с 3 по 28 марта. На основании поданных заявлений с 4 апреля будет проведена аттестация экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов горного пешеходного туризма. Параллельно с нами многие общеобразовательные учреждения ведут прием документов по программе подготовки экскурсоводов и повышения квалификации экскурсоводов для претендующих повышения категории уже в Министерстве по туризму. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в четверг, 13 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 0,3, днем 4-9 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.